В рамках просветительского проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа-2025» участники погрузятся в богатейшее культурное и историческое наследие Ингушетии, в центре внимания которого величественные боевые башни. Это ознакомление станет не просто экскурсией, а целенаправленным действием, которое направлено на более глубокое понимание истории, культуры и уникального духа региона. Хочу вам пожелать, чтобы у вас были новые знакомства, чтобы вы эти знакомства продолжали, чтобы вы их не теряли. Потому что в будущем это может вам пригодиться, это может понадобиться. И всегда можно будет сказать, что я, приезжая в Республику Ингушетия, приезжаю к своим друзьям. В зале собрались не все участники проекта. Кто-то еще в пути в Ингушетию, а кто-то только с самолета. Несмотря на то, что в проекте участвуют различные регионы России, а именно ДНР, ЛНР, Ингушетия, Дагестан, Северная Осетия, Кемеровская область, Москва и другие, у всех участников одна цель – увидеть материальное воплощение истории Ингушетии и познакомиться с уникальными особенностями ингушской архитектуры. Проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа» очень долгожданный для нас. Он уже ежегодно осуществляется с 2017 года. Нам обещают рассказать о родовых башнях в 5 республиках Северного Кавказа, познакомить с культурой, а мы, в свою очередь, должны помочь чем-то. Например, обустроить территорию вокруг этих башен, может быть, собрать необходимые камни. То есть инструктаж будет уже на месте проведения работ. Мы этого очень ждем, нам хочется поскорее начать. Я на проекте нахожусь уже 3-й год. До этого я базировалась в Республике Дагестан. Об Ингушетии именно с того года у меня очень такое яркое воспоминание. Это когда я увидела большие башенные комплексы, потому что еще было очень, кстати, так немного темно, и я не ожидала того, что это может быть так красиво, и то, что, в принципе, люди такое строили. Потому что, если задуматься, сколько это было лет назад, и люди действительно таскали эти камни, они отстраивали, и сейчас сохранять это действительно ценно, чтобы наше поколение тоже смогло это увидеть. В составе отряда «Маяки дружбы» 5 групп – горцы, орлы, кунаки, эльбрус и джигиты. По сложившейся практике проекта в первый день у волонтеров запланированы общественно полезные работы на объектах культурно-исторического наследия, прежде всего башенных комплексов Северного Кавказа. Далее они должны на следующий день встретиться с школой культурного наследия, это школа каменщиков. Они уже будут получать от них задания и проводить мастер-классы совместно с мастерами, которые реставрируют наши башенные комплексы и, соответственно, принимать участие в данной деятельности. Проект «Маяки дружбы» реализуется уже на протяжении 8 лет. Одним из организаторов, ключевым организатором его является ФАДАН. И они уже реализуют проект на территории и в Ингушетии, и в других регионах Кавказа уже долгое время. По результатам работы в своих регионах все группы создадут короткометражные фильмы об этапах своей части проекта, которые представят на торжественной церемонии закрытия. Там и подведут итоги экспедиции в Ингушетии. Мадина Цоро, Сулейман Костоев, Магаз 24.